Прывітанне. З вами праграма «Пік свабоды». Спецвыпуск прысвечаны вынікам году. Я Юрый Дракахруст. Тэма сённяшняй праграмы «Беларусь і вайна». Сёння наш гость – палітычны аглядальнік Артём Шрайбман. Артём, добрый дзень. Добрый. Артём, якія самыя значныя падзеі адбыліся сёлета адносна удзелу Беларусі ў вайне Расіі з Украінай, ці якія падзеі вайны найбольш уплывалі на Беларусь? Сложно найти какую-то значимую динамику с точки зрения участия или неучастия Беларуси в этой войне, потому что еще в прошлом, 23-м году, из Беларуси ушли основные российские контингенты, да. Вагнер, который побывал у нас, по сути, тоже был распылен. С ядерным оружием мы не понимаем, что происходит, есть ли оно на самом деле. Поэтому, собственно, военных каких-то значимых телодвижений, маневров на нашей территории не было. Можно считать неким новым феноменом периодически залетающие дроны на белорусскую территорию, но пока это скорее раздражитель, чем какой-то фактор политики или уж тем более войны. С точки зрения того, какие тренды этой войны влияют на Беларусь, я бы сказал, что самое значимое то, что это был год российского наступления, ползучего, но наступления. Россия улучшает свои позиции перед возможными переговорами, когда бы они ни состоялись. И я думаю, что это в том числе влияет на некую уверенность Лукашенко в завтрашнем дне, влияет на его ожидания от возможностей собственных внешнеполитических, если не маневров, то шагов следующих лет. Да? То есть открывает, простите меня за банальность, некоторое окно возможностей перед ними. И этот год в этом смысле стал важным для формирования этой тенденции, потому что это был год однозначных российских успехов на поле боя. Артём, а фактор Курской области, вот вы сказали, вокны магчымасцяў, а магчыма і пагрозы? Ёсць ОДКБ, вот напрыканцы года подписали дамову об взаимных гарантиях. Это на штосьці уплывае? Вы знаете, я умышленно не назвал вот эти все бумаги, которые Путин и Лукашенко подписывают, или Путин подписывает, если речь идет о изменениях ядерной доктрины, потому что я это рассматриваю в первую очередь как часть обмена сигналами России с Западом, часть некого ядерного шантажа, в котором Беларуси отводится, в принципе, сервисная роль. И, на мой взгляд, они не приближают, и не отдаляют, и никак не влияют на перспективы участия Беларуси, более непосредственного участия Беларуси в войне, в войнах. Потому что на нашем пространстве, постсоветском авторитарном пространстве, я имею в виду, не соглашениями, не письменными обязательствами определяется реальность. Скорее, они призваны кодифицировать реальность, да, они призваны скорее формализовать то, что уже существует. И я очень сомневаюсь, учитывая просто, что у нас уже в отношениях с Россией есть несколько документов, которые могли бы использоваться для легализации любого участия белорусской армии в этой войне. Учитывая, что у нас уже были повороты, зигзаги этой войны, включая ту же Курскую область, включая удары украинских дронов в глубину России, включая сейчас удары и западным оружием в глубину России. Столько было событий, которые могли бы использоваться как повод, но не были использованы как повод. Столько договоров подписаны, которые могли бы использоваться как формальное обоснование для вовлечения Беларуси, но не использовали. Что подписание еще одного, двух, трех дополнительных документов здесь, с моей точки зрения, ничего не меняет. И имеет значение политическая воля или ее отсутствие, политические ограничения, фобии, да, какие-то перед более глубоким погружением в войну, но не количество подписанных бумаг. Артём, у красавіку сёлета Лукашенко падчас наведвання Гарадзенскай вобласці заявіў: «Мы рыхтуемся да вайны». В якім сэнсе?
як краіна сёлета рыхтавалася да вайны і ці рыхтавалася яна. Калі, дарэчы, вот паглядзець дадзеныя бюджэта Беларусі на 25 год, ну так, там істотны рост, дарэчы, на 30% рост выдаткаў на нацыянальную абарону. Але калі браць як бы параўнанне, то это не параўнальна ні з Украінай, зразумела, ні з Расіяй, ні нават з Польшай. Так як рыхтавалася? Более того, в предыдущем году, на 2023 год, повышение было около 40%. И поэтому то, что Лукашенко заявляет о подготовке к войне, что он делает довольно регулярно, я уверен, что это не единственная цитата даже в этом году, это уж точно не единственная цитата за последние 3 года, о том, что Беларусь готовится к войне, я вижу это как некую фигуру речи, о том, что порох надо держать сухим, что мы должны быть всегда готовы к тому, что война придет. Это никак не повлияло по факту, на мой взгляд, на реальную боеспособность белорусской армии. Мы не видим какого-то масштабного переоснащения белорусской армии. Мы видим участившиеся учения, мы видим участившиеся призывы резервистов, какие-то тренировки системы мобилизации на случай, если она понадобится. И это в широком смысле можно назвать подготовкой к потенциальному какому-то обострению, войне, мобилизации резервистов, запасников в войска. Была довольно большая проверка боеспособности в этом году тоже на западе Беларуси с рекордным призывом резервистов, извините. Но все это, учитывая, повторюсь, техническую отсталость белорусской армии, учитывая ее численность, учитывая устаревшее вооружение, учитывая масштаб боевых действий рядом с нами, что там воюют, по сути, если не миллионные армии, то армии по много сотен тысяч человек друг с другом. Я не вижу здесь качественного рывка с точки зрения белорусской боеспособности, белорусской реальной готовности вот этой армии к войне, особенно в неком самостоятельном качестве. Поэтому я бы это все рассматривал в первую очередь через призму того, что есть военный бюджет, увеличившийся, понятное дело, во время войны по соседству, который нужно некоторым образом тратить. Есть некое политическое сигнализирование уже со стороны Лукашенко Путину, которым тоже нужно заниматься, что мы тут не спим, мы тут тоже свою часть прикрываем. Да, и есть некая, такая стилистически приятная Лукашенко амплуа главнокомандующего. Я вот могу ходить в форме, командовать генералами, командовать войсками, перебрасывать их туда-сюда по первому щелчку пальца, когда нужно, реагировать на обострение. Он таким образом как бы позиционирует себя важным региональным игроком. Что вот я реагирую на все тренды войны. Курская область, мы перебрасываем войска к границе, мы не спим, мы участвуем в некотором смысле в процессах региональной эскалации и деэскалации. Не кажется, военное командование всех наших стран-соседей не считает это чем-то серьезным, и в большинстве случаев масштабы заявляемых маневров, которые Минск предпринимает, они больше, чем то, что происходит и фиксируется мониторинговыми группами, разведками, спутниками на самом деле. У Лукашенко уже пэўны час, даецца з 22-го году, і он паўтарае гэты як бы наратыў, як мантру. Мы прикрываем спину России. І тым самым і гэтым як бы вычерпываецца наш удзел в этой войне. Гэтаму веряць у Киеве, на Заходе, в Москве? Я думаю, что нигде из перечисленных мест нет иллюзий в отношении способности Беларуси в современной войне прикрывать чей-то тыл. Каким образом? Мощнейшими, известными на весь мир белорусскими ПВО? Я сомневаюсь, что это кого-то убеждает или пугает. Все понимают, что Беларусь с военной точки зрения является скорее территорией таким, протекторатом, да, территорией, на которой распространяется чужой зонтик, российский зонтик, а не наоборот, да, территории, которая предоставляет сама является донором безопасности для кого-то. Поэтому думаю, что мы можем это рассматривать, в первую очередь, как часть заочной дискуссии Лукашенко с российскими ястребами, турбопатриотами, которые
очень любят пообвинять его в недостаточном старании, в недостаточном союзничестве, что вот опять пытается юлить, не воюет вместе с нами. Мы видим, он регулярно, в том числе в интервью российским журналистам, в том числе даже встречаясь с российскими губернаторами, почему-то он не может иногда удержаться от этих тем, что вот его кто-то в чем-то упрекает. И в этом, я думаю, диктуется его нужда повторять, что я тоже полезен, да, я вот делаю это. Без меня бы у вас тут был оголенный тыл, и многие другие функции, которые он любит перечислять, что он делает, в том числе там, по обмену пленными с Украиной, которые проходят на белорусской территории и так далее, чтобы обосновать вот такое свое промежуточное положение как бы союзника, но как бы не до конца. Артём, а какие змены і рыторыкі і, магчыма, нават палітыкі Беларусі афіцыйнага Менску адбыліся адносна гэтай вайны вот менавіта ў 24-м годзе? Я бы хотел отметить какие-то значимые изменения, чтобы, знаете, было о чем поговорить, чтобы был какой-то тренд, который мы можем зафиксировать. Но, по правде говоря, общая магистральная линия как была выбрана в середине 2022 года, так Лукашенко ее придерживается. И надо отдать должное некой нечасто ему присущей риторической последовательности. Есть некие ограниченные условия, которые он выставил, от которых он не отходит с точки зрения вступления Беларуси в войну, только если будет нападение на саму территорию Беларуси. Есть его позиция в отношении того, как война должна закончиться, и он ее тоже повторяет довольно консистентно с начала полномасштабной войны, о том, что перемирие должно произойти прямо сейчас, там, где войска и стоят. И войска могут менять свои положения, да, за эти 3 года, но он повторяет эту же позицию, которая, по сути, находится в русле такого подхода того, что называется глобальным югом, да, некими незападными акторами Китая, отчасти Индии, отчасти Бразилии, можно сказать, и Венгрии. Да, то есть, на самом деле, вербально позиция Лукашенко, она скорее вот с этими игроками, чем с Россией. Понятно, что на самом деле его вовлеченность в войну, она совсем другая, чем у этих акторов. Но и не такая, как у Северной Кореи, то есть надо сказать при этом. И поэтому я не видел в этом году каких-то значимых отступлений от этой линии. Все остальные какие-то, не знаю, периоды охлаждения и потепления риторики или грубости в адрес украинского руководства, они приходят и уходят. На самом деле. То он защищает Украину, там, выставляя ее каким-то образом, ну там же тоже есть какие-то разумные люди, там же тоже наши братья, нам тоже с ними мириться, то наоборот, угрожает, атакует и так далее. Поэтому я бы этому не придавал значения. Главные месседжи его риторики в отношении войны неизменны если не первых дней войны, то первых месяцев войны, полномасштабной. А теперь про Дэмсілы. Як хада войны, роля у ёй Беларусі адбілася на их палітыцы, на их риторице? Мне кажется, что последний год, вот 24-й, он в каком-то смысле поворотный, потому что он выбивает из-под демократического движения теорию победы. Теория победы — это нечто такое абстрактное, но она имеет значение как такая некая своеобразная путеводная звезда. В 2020 году теорией победы в общем смысле были протесты, которые как фактор давления на режим принудят его к каким-то переговорам. Затем в 2021 году это, наверное, были санкции, которые тоже международное давление принудит режим к переговорам, политическому транзиту через какое скоординированное международное давление и посредничество. В 2022 году у кого-то были надежды на поход белорусских добровольцев, на кабинет в изгнании, на альтернативную армию. У кого-то были просто надежды, что война, скажем так ударит по России, Россия будет так ослаблена либо поражением в ней, либо просто ходом войны, что это эффектом домино обрушит и белорусский режим в итоге. И это и было теорией движения к победе, которую, может быть, вслух не проговаривали, но ясно, что на которую рассчитывали подавляющее большинство демократических политиков Беларуси. 23-й год с неудавшимся украинским наступлением, я думаю, стал таким первым звоночками того, что, кажется, этот марафон может затянуться на куда подольше, чем этой теории победы
подразумевается. Да, и 24-й год, мне кажется, либо стал, либо должен был стать однозначным моментом пробуждения, понимания, что все вот последние вариации этой теории победы демократических сил, они больше не актуальны. И надо либо честно себе признаться в том, что мы находимся в режиме некого ожидания исторических черных лебедей, которые поменяют все, что мы знаем о нашей сегодняшней политике в регионе, в Беларуси. Я не знаю, смерть Путина и Лукашенко, что-то подобное. И признаться себе в этом очень неприятно, потому что получается, что это просто сидение на берегу реки. Да, либо нужно думать над какой-то новой теорией изменений. И вот здесь, отсюда, я думаю, именно из этого такого концептуальной дилеммы, что ли, если хотите, или кризиса идей. И возникают дискуссии последнего года, такие острые дискуссии часто в оппозиционном лагере, в демократических силах на тему того, а правильна ли стратегия, а стоит ли, может быть, думать о какой-то деэскалации и вписываться в нее как единственном шансе на лучшие тенденции. Я думаю, что вот этот вот диссонанс между отсутствием стратегии победы, более-менее объяснимой хоть кому-то сейчас, и сохраняющейся риторикой, которая все еще по инерции вот в эту сторону движется, давайте поднажмем последний рывок, и мы додавим двух дедов. Да, я думаю, что вот этот диссонанс, он все более очевиден, оппозиционной аудитории в том числе. И я думаю, что 25-й год, наверное, станет временем, когда на этот диссонанс придется давать какой-то внятный ответ. Или продолжать существовать в этом диссонансе и говорить одно, когда все будут подразумевать и думать, и уже жить, исходя из других ожиданий. Наступнае пытанне пра беларускую грамадскую думку. Сёлета, можа вы са мной не пагадзіцеся, неяк стала менш сацыялагічных апытанняў, они не настолькі частыя, но тым не менш яны былі, і вось ці ўбачылі вы ў іх нейкую дынаміку стаўлення беларусаў да розных аспектаў вайны, да ўдзелу войска беларускага ў вайне, да вот этой формулы «мир сёння», да России, да Украины, да еўразвязу. Яно прыкладна як было напрыканцы 23-го году, ці штосьці подвысілася, понизилася? Я видел три основные изменения, да, которые можно как-то положить на хронологию этого года. Да. Во-первых, в начале года опросы, которые еще публиковались и проводились, показывали, что Лукашенко его пропаганде удалось несколько увеличить процент поддерживающих размещение в Беларуси, или нахождение в Беларуси российского ядерного оружия. То есть начиналось все в момент объявления об этой инициативе почти 2 года назад. Начиналось все с 15-20%, а вот в этом году я видел исследования, которые показывали, в начале года, по крайней мере, что эта цифра выросла около 35%. То есть примерно на ядро сторонников Лукашенко, не знаю, пророссийского вектора и так далее. То есть, условно говоря, пропаганда сработала на убеждение, что это факт, гарантия некой безопасности Беларуси в пределах лояльной аудитории. Раньше этого не было. Это не значительный рост, в смысле, что он не означает полного смены общественного мнения, но некое показал нам способности пропаганды хотя бы в работе со своей аудиторией. Во-вторых, были исследования, я не уверен, что они публиковались, поэтому я не могу прямо сейчас заявить о том, где я это видел, которые показывали все-таки продолжающийся рост пророссийских ориентаций в вопросе, кого вы выбираете, Евросоюз или Союз с Россией. И там все еще дополнительно, там уже в зону за 60% перевалило число сторонников Союза с Россией. Это возвращение к неким предыдущим позициям, которые в истории Беларуси уже бывали, но за последние 5 лет это высшие позиции. Но если я не ошибаюсь, это лишь один опрос зафиксировал такие данные, и я не могу 100% утверждать, что это устойчивый некий тренд. И даже в этих данных мы увидели этой линейки опросов, которую я сейчас не могу процитировать, но на которую ссылаюсь, увидели некое незначительное в рамках ошибки выборки все-таки снижение во второй половине года. То есть, условно говоря, это не восходящий рост к 70-80%. И третье, что я хотел сказать, это ожидаемый тренд, который мы видим по Chatham House и по другим, по-моему, тоже исследованиям, которые были, о том, что вера в победу Украины очень сильно слабеет. Но это объективная реальность, люди просто фиксируют то, что происходит. И даже внутри, это трекер наш показывал, исследование в рамках трекера перемен,
мы его в середине года презентовали, что даже среди проукраинского сегмента вера в победу Украины на минимуме за время полномасштабной войны. Может быть, за исключением первых дней войны, я не знаю, тогда исследования не проводились. Вот такие три, наверное, перемены, которые мне сейчас приходят в голову. Ну и насчет исследований социологических, насколько я знаю, прямо сейчас проходят, либо закончились, либо вот прямо сейчас проходят и скоро закончатся очередные исследования, которые будут публиковаться, поэтому мы, наверное, увидим результаты, может быть, в начале следующего года. И апошняе пытанне мир Трамп. Гледзячы па ўсім фактарам і хады вайны і адпаведна яго рэха для Беларусі будзе прыход у Белы дом новага старога прэзідэнта Дональда Трампа. Ён заяўляе, што калі ён прыйдзе ў Белы дом, ён будзе дамагацца мірных перамоваў. І цікава, што і Лукашенко, і Ціханаўская гавораць, што Беларусь павінна быць прадстаўленая на гэтых перамовах. Ну, хоць неяк, хоць якім-то чынам, хоць якім-то статусе. Вось на ваш погляд, ці маюць яны рацыю, што она павінна быць прадстаўленая? Скажам, украінцы гавораць, што прынамсі Лукашенко ему месца на лаве падсудных, а не за сталом перамоваў. Але вось задавальненнем якіх менавіта інтарэсаў Беларусі, ну вот месца Беларусі за этим столом могло бы быть обеспечено. Очень такой большой философский вопрос, потому что сложно вот так взять и сказать, что такое интерес Беларуси. Кто уполномочен на его выражение? У нас нет легитимной какой-то общепризнанной всенародно избранной власти в стране, чтобы понять, кто артикулирует интересы Беларуси. И если туда поедет Лукашенко, он туда чьи интересы едет представлять? Себя, своего клана или страны, или как он понимает интересы страны. И так или же мы понимаем интересы страны. Поэтому это такие очень большие дискуссии можно вести на этот счет. Я думаю, что и Тихановская, и Лукашенко в этом смысле делают нормативные заявления, то, как они хотели бы, чтобы реальность выглядела. Да. Считаю ли я, что Беларусь в этом смысле должна быть там представлена, зависит от уровня переговоров, потому что если этот уровень, я имею в виду стадии переговоров скорее, если это переговоры о технических вопросах прекращения огня, временного перемирия, то я не вижу там роли для Беларуси в любом амплуа, лукашенковском или каком-то другом, потому что Беларусь не является непосредственной участницей боевых действий. Можно называть ее агрессором, да, можно много говорить и танцевать вокруг формулировок соучастия, но с точки зрения международного гуманитарного права, с точки зрения просто участия в боевых действиях, белорусских солдат там нет, белорусского государства на поле боя нет, поэтому о чем с ним договариваться? О том, что это любой другой сосед имеет тогда к этому такое же отношение, Молдова, не знаю, Венгрия, другие соседи Украины. По факту это переговоры, которые касаются Украины, России, тех стран, которые поставляют в Украину основные массивы вооружения, которые могут повлиять на Россию таким образом и на Украину. Да. И в этом смысле Беларусь может быть уготована какое-то место в качестве технического исполнителя каких-то договоренностей. Например, обмена пленными после прекращения боевых действий. Через Беларусь его, наверное, логистически удобнее всего проводить. Возвращение беженцев и так далее. Подобные вопросы. И в таком виде Беларусь можно задействовать, да, вот даже на этой стадии. Но это не участие в самих переговорах. Да, это некое оказание неких услуг уже после переговоров. Что касается более таких продвинутых переговоров о региональной безопасности, которые в идеале должны бы следовать были бы за прекращением такой войны, но не обязательно последуют за ней. В случае корейском мы не пришли в точку мирного договора всеобъемлющего. Но если в российско-украинской войне мы в такую точку придем когда-нибудь, то, конечно, Беларусь должна бы было место за этим столом, автономное место в идеале, конечно, что в сегодняшней ситуации тоже сложно представить, чтобы кто-то воспринимал участие Беларуси как участие одного субъекта, а не Россия плюс один. И это тоже серьезный удар по способности Лукашенко эти переговоры вести, потому что его обещаниям, гарантиям на любую тему, связанную с поствоенной устройством региона, просто не будут верить.
Ну, скажет он, что не будет нападения ни на кого с территории Беларуси. Ну, как бы он это прописал в Конституции своей, на секундочку, прямо в дни, когда это нападение происходило. Поэтому вот в этом проблема, в субъектности, в доверии, которое я не уверен, что белорусский сегодняшний режим может восстановить к себе с точки зрения доверия всех остальных его гарантиям, его заверениям. Но в идеальном мире, конечно же, Беларусь могла бы участвовать в некой региональной разрядке по построении взаимных мер доверия. Это может быть связано с некой демилитаризации общей, да, снижении присутствия иностранных войск, да, на территории вот, Беларуси, Украины и, в принципе, всего региона, контроля взаимного за проведением учений, визитов атташе, наблюдателей и так далее. Всех такого классического набора построения поствоенных мер доверия. Но, повторюсь, мы настолько далеко пока от этой точки, что я даже не уверен, что мы в нее чисто календарно сможем прийти, пока у власти находятся эти пожилые господа, которые у нас там находятся. Вот, поэтому, в принципе, в этой идее нет ничего абсурдного. Беларусь — соседка обеих воюющих сторон, и понятно, что в широком формате мирного поствоенного урегулирования соседи должны иметь свой голос. Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў палітычны аналітык Артём Шрайбман, а затым, як падзеі будуць разгортвацца ў новым годзе, у тым ліку і падзеі на вайне, вы, шаноўныя гледачы, можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода Прэміум». Дзякуй, да пабачэння і з Новым годам.